Старший лейтенант полиции Лена. Водительское удостоверение и документы на транспортное средство предъявите. Сотрудники ГИБДД останавливают всех, кто нарушил ПДД, и не только. Цель сегодняшнего рейда – выявить нетрезвых за рулем. Несмотря на непрерывную борьбу с пьяными водителями, эта проблема все еще не теряет своей актуальности. И к тому же остается одной из главных причин самых страшных ДТП. Но как бы ни осуждали и не призывали, без нарушителей не обходится ни один рейд. Прежде всего, нетрезвого водителя отстраняют от управления транспортом, составляют протокол, в котором понятые оставляют соответствующую запись. Далее водителю разъясняют его права и обязанности, предлагают пройти на свидетельствование. В вечернее время стражами порядка выбрано не случайно. Мероприятие на выявление пьяных лихачей сотрудники обычно проводят с 16 до 22 часов. На данном мероприятии у нас задействовано 6 человек. Это, получается, 3 экипажа патрульных. Нетрезвого отличить и несложно. Специфический запах, неуверенное вождение, неадекватное поведение, замедленная, непонятная речь. Все это для сотрудников основания для проведения освидетельствования. Вот и этого водителя под шофе сотрудники госавтоинспекции заметили сразу. Поначалу отказывался отвечать, почему в таком состоянии сел за руль. Позже сознался, что едет со свадьбы. В любом случае, алкотестер не обманешь. Инспектор распечатывает новый мундштук для нарушителя. Давай. Давай. Прыгай, стоп, язык мои суса. Прыгай, стоп, давай. Давай, стоп. Just that how could do that. Да. 0,89. А что здесь 16? Ну, 16 лет, допустим, да. Общем или? В общем, свадебное веселье для водителя завершилось в отделении госавтоинспекции не совсем весело. Правда, алкотестер выявляет и не всех в неадекватном состоянии. Это случаи, когда нарушители в наркотическом опьянении. Факт употребления наркотиков доказывается уже у нарколога после сдачи необходимых анализов. И во всех случаях безответственность нетрезвых автолюбителей подводит под статью. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено у нас лишение права, а также административный штраф. Если же водитель, один и тот же водитель был привлечен к ответственности повторно в течение года, его привлекают к ответственности по статье 264, то есть привлекается к уголовной ответственности. Даже маленькая доза алкоголя оказывает негативное воздействие на человека. Достаточно одной рюмки, чтобы возникло ощущение эйфории, возросла жажда скорости, тяга к агрессивной езде. А нетрезвый водитель становится серьезной угрозой для всех участников дорожного движения. А ведь зачастую сам виновник отделывается царапинами, а гибнут от его халатности невинные люди. И в этом году один человек стал жертвой пьяного лихача. С начала 2021-го в регионе зафиксировано 7 ДТП по вине пьяных водителей. 9 раненых, одно происшествие со смертельным исходом. Всего судами вынесено 32 постановления, в их числе лишение права управления транспортным средством с наложением административного штрафа. 45 водителей в нетрезвом состоянии отказались от прохождения медицинского освидетельствования. А в прошлом месяце прокуратура Магаса поддержала гособвинение в отношении 38-летнего местного жителя. Он осужден за вождение в алкогольном опьянении к 450 часам обязательных работ с лишением права управления транспортом на 3 года. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24.